Третий коммунистический интернационал. Слово товарища Ленина. В марте текущего 919 года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал, союз рабочих всего мира, стремящихся к установлению советской власти во всех странах. Первый интернационал, основанный Марксом, существовал с 1964 по 1972 год. Поражение геройских парижских рабочих знаменитой Парижской коммуны означало конец этого интернационала. Он незабываем, он вечен в истории борьбы рабочих за свое освобождение. Он заложил фундамент того здания Всемирной социалистической республики, которое мы имеем теперь счастье строить. Второй интернационал существовал с 1989 по 1914 год до войны. Это время было временем наиболее спокойного и мирного развития капитализма, временем без великих революций. Рабочее движение окрепло и возмужало за это время в ряде стран, но вожди рабочих в большинстве партий, привыкнув к мирному времени, потеряли способность к революционной борьбе. Когда началась в 1914 году война, залившая землю кровью в течение 4 лет, война между капиталистами из-за дележа прибылей, из-за власти над малыми и слабыми народами, эти социалисты перешли на сторону своих правительств. Они изменили рабочих, они помогли затянуть бойню, они стали врагами социализма, они перешли на сторону капиталистов. Массы рабочих отвернулись от этих изменников социализма. Во всем мире начался поворот к революционной борьбе. Война показала, что капитализм погиб. Ему на смену идет новый порядок. Старое слово «социализм» опозорили изменники социализма. Теперь рабочие, оставшиеся верными делу свержения иго капитала, называют себя коммунистами. Во всем мире растет союз коммунистов. В ряде стран победила уже советская власть. Еще недолго, и мы увидим победу коммунизма во всем мире, мы увидим основание Всемирной Федеративной Республики Советов.